История с проблемой ввоза автомобилей с юго-осетинскими номерами получила сегодня продолжение. Автовладельцы в этот раз собрались у консульства Южной Осетии во Владикавказе. Участники зачитали обращение на имя президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Они просят разобраться в ситуации. Инициативная группа собрала более 1000 подписей. Обращение в ближайшие дни передадут на рассмотрение президенту. Мы здесь говорим о дополнительном соглашении к договору между Российской Федерацией и Южной Осетией 2015 года в части статьи 5 пункта 2. Данное доп. Соглашение еще не подписано, и сегодня мы поэтому столкнулись с этой проблемой. Между тем, в Североостинской таможне опровергли информацию о массовом отказе в оформлении временного ввоза машин из Южной Осетии. С 12 по 16 сентября на таможенный пункт Нижний Зарамак для получения временного ввоза обратилось 845 граждан Южной Осетии. Из них 787 человек временный ввоз получили, 58 лицам отказали. Основная причина – неуплата таможенной пошлины, а еще нарушение правил дорожного движения и скоростного режима, неуплата штрафов, несоблюдение норм использования тонировки. Общая задолженность по уплате таможенных платежей за нарушение временного ввоза автомобилей более 1 миллиарда рублей, и эта цифра растет. В установленный срок не вывезли около 3000 автомобилей.